ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В четверг городадминистрация внеочередное заседание Совета МУГУ-Ухта. На повестке один вопрос о внесении изменений в бюджет. Основная причина – возможность выкупа оборудования действующей котельной в поселке Водный. Сегодня она принадлежит нескольким частным владельцам, и вот у одного из них предлагается выкупить оборудование за 3,5 миллиона рублей. Однако не секрет, что технике это не один десяток лет, вот и усомнились депутаты в целесообразности такой покупки. Не получится ли так, что мы сегодня, потратив эти 3,5 миллиона, или сколько денег мы закладываем, на этот металлолом, потому что на 50-го года мы понимаем, что это металлолом, то есть нормальный здравый смысл, это 60-70 лет почти оборудование. Вот. Что завтра мы вынуждены будем опять заложить в бюджет и купить новое все-таки оборудование. Ровно через месяц, 2-3. А поселок Водный опять не остановился, мы там в аварийной ситуации будем опять его восстанавливать. Ранее звучало, что на Водном планируют построить новую модульную котельную, но теперь было точно озвучено: новой не будет, используем ту, что есть. К депутатам обратился прокурор Ухты. Он акцентировал внимание на проблемах с собственниками, которые происходят каждый год. Мол, владельцев 3 земли, здания, оборудования, все по отдельности, поэтому регулярная чехарда с договорами и кто и что делает, положение не улучшает. Скажу про этот год. Собственник оборудования Семяшкин продал свое котельное оборудование, которое мы сейчас закладываем в решение, жителю города Волгограда. Когда мы установили через прокуратуру города Волгограда, есть ли вообще этот человек, установлено, что этого человека вообще нет. Эта сделка была фиктивна. Впоследствии он передал ее в сертификат доверительного управления Гранд Профит фирме. Установили владельца этого Гранд Профита, установили собственника, внесли предостережение. Опять же установили, что это фиктивная сделка. Понимаете, каждый год вот эти качели с собственниками. Прокурор заметил, что несмотря на старость оборудования, его выкуп будет первым шагом к улучшению ситуации с собственниками. Если оборудование купят, муниципалитет его затем сдаст в аренду Коми тепловой компании. Помимо оплаты использования, она должна в рамках концессионного соглашения заниматься реконструкцией этого оборудования. Так должно быть в теории. А на практике, что выигрывает или проигрывает МОГУ? А мы сдаем за 150. Соответственно, Коми тепловая компания нам эти 3,5 миллиона возвращает в течение 2 лет. И мы ничего фактически город не теряет. В протокол заседания было внесено предложение к администрации города. Она должна до 20 ноября подготовить информацию о состоянии оборудования, работоспособности и стоимости. Ко всему прочему, после выделения денег в бюджете МОГУ образуется дефицит 99 миллионов рублей. Его нужно закрывать. Но, несмотря на все нюансы, депутаты проголосовали 18 за и 3 против. Это означает, что изменения в бюджет внесены, и деньги на выкуп оборудования котельной будут выделены.